Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах. Действующее распоряжение президента об ограничительных мерах в республике остается в силе. В Кабмине состоялось заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. В Ткорчале в торжественной обстановке состоялось открытие Центральной районной больницы, реконструированной в рамках российской инвестпрограммы. В преддверии Нового года с наступающим праздником учащихся средних школ Атары и Аракич поздравила супруга президента Слановжане Аэлита Ахиба. Действующее распоряжение президента Абхазии об ограничительных мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции остается в силе. Если позволит ситуация, то вопрос о некоторых послаблениях будет рассматриваться в начале следующего года. В кабинете министров состоялось заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции под председательством премьер-министра Александра Анкваб. Министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщил, что в Абхазии вакцинировано 15 133 человека. При этом он отметил, что темпы вакцинации низкие. По информации Эдуарда Бутба, за прошедшую неделю наблюдалось незначительное снижение заболевших COVID-19. При этом, как отметил Бутба, медики готовятся к росту заболеваемости. Министр связывает это с проведением массовых торжественных мероприятий и несанкционированного митинга, прошедшего 21 декабря. Медучреждения готовы к предстоящим праздникам. Они обеспечены медикаментами и расходными материалами. Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба сообщил, что на борьбу с коронавирусом в Абхазии с марта прошлого года по сегодняшний день потрачено 776 миллионов рублей. Большая часть из них ушла на приобретение медикаментов и кислорода. Продолжаются выплаты врачам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией. Все медики получили выплаты за ноябрь, и в ближайшее время будут произведены выплаты за декабрь. Подводя итоги заседания, премьер-министр еще раз обратился к гражданам с призывом вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности, особенно в праздничные дни. Действующее распоряжение пока работает, остается в силе. Мы в январе, сразу после праздников, там через несколько дней, соберемся и обсудим, если ситуация будет позволять, снятие ограничений, которые сегодня действуют в сфере культуры, ну и так далее, если ситуация позволит. Надеемся на то, что эти каникулы, которые идут сейчас, позволят изменить ситуацию в школах. Но к нашему общему счастью, у нас в школах не была ситуация острая или крайне острая, тем более, и в детских садах. Но опять наша уверенность состоит в том, что если мы резко увеличим число вакцинированных учителей и воспитателей в детских садах, все изменится в лучшую сторону. Расширенный репортаж заседания Координационного штаба по защите населения от коронавируса смотрите в нашей сегодняшней программе. Долгожданное событие в Ткорчале в торжественной обстановке состоялось открытие Центральной районной больницы, реконструированной в рамках российской инвестпрограммы. В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр здравоохранения Эдуард Бутба. ЦРБ будет обслуживать не только население Ткорчала, но и жителей 11 сел. Медучреждение с 2 операционными рассчитано на 100 коек. В больнице открыты 5 отделений: инфекционное, терапевтическое, хирургическое, детская и акушер-гинекологическая. Есть отделение обсервации. Кроме того, при больнице вводится в эксплуатацию отделение скорой помощи, которого здесь не было 20 лет. Все подробности в репортаже Сарии Кварацхели. Вот и завершилась реконструкция современного больничного комплекса. Официально открылась долгожданная Ткорчалская центральная районная больница. Ткорчалская ЦРБ стала самым проблемным объектом инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы. Строительство больницы завершилось позже на 2 года запланированного срока. Связано это было с вопросами финансового характера и несоответствия проекта необходимым требованиям для объектов такого рода. На церемонии открытия больницы присутствовали премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьер-министр экономики Кристина Озган, министр здравоохранения Эдуард Бутба и глава администрации Ткорчалского района Исидор Дочья. Я вам честно скажу, что этот день для ткорчальцев особый день, потому что
до Сухуми далеко. Здесь проживает более 2500 пенсионеров. Вы знаете, не всегда можем поехать вовремя, приехать в больницу. Сбылась наша долгожданная мечта, отметила главврач Тхорчалской ЦРБ Лали Гаргулья. Этого события здесь ждали с 2017 года и спустя 5 лет в преддверии Нового года получили храм здоровья, милосердия и гуманизма. Я думаю, что в связи с открытием нашей центральной районной больницы улучшится и качество работы. Ввелась в эксплуатацию станция скорой помощи. Раньше 20 лет выполняла функцию скорой помощи отделения приемного покоя, а сейчас появится возможность у нашего населения получить своевременную адекватную помощь. Министр здравоохранения Эдуард Будба сообщил о том, что по поручению главы государства Аслана Абжани для больницы будет приобретен новый автомобиль скорой помощи. Сегодня больница рассчитана на 75 коек, максимально 5 реанимационных коек. Есть отделение операционное, большой блок операционный, малый блок операционный, кабинеты ультразвуковой диагностики, разные кабинеты по направлениям. Все это сегодня будет предоставлено, открыто. И еще раз хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве непосредственно Тхорчалской ЦРБ. Такое большое количество площадей и такое большое количество оборудования надо наполнить специалистами. В этом направлении Минздравом тоже проводится большая работа. Мы, так же как и по программе по республике, мы запланировали, что специалисты будут обучаться и будут отправляться в ведущие российские клиники. Также из Тхорчалской ЦРБ определенные специалисты по определенным нозологиям будут выезжать на стажировку в Российскую Федерацию. Есть такие планы на следующий год, и мы все будем планово, спокойно осуществлять. После торжественной части традиционно перерезали красную ленту. Александр Анкваб и члены правительства в сопровождении главы администрации главврача осмотрели больницу. Заглянули в хирургическое отделение, стоматологический кабинет, смотровую, кабинет УЗИ, биохимическую и клиническую лаборатории, кабинеты врачей различных направлений, палаты пациентов, офтальмологический кабинет. Кабинет офтальмолога. Новое оборудование каскад, аппарат лазерный с манипулятором. Приехали 2 врача, спикера, да, один спикер Санкт-Петербурга, еще другой откуда. Да, они сказали, что они будут приезжать, плановые операции. Мы договорились, в общем, они... А министр Шицхрауд, у него большие связи у него в Москве, Санкт-Петербурге, товарищеские Вайдеру, коллега Цвидеру. Ранее в ходе инспекционных поездок было выявлено множество нарушений. Не раз отмечалось ненадлежащее качество проведенных работ. Мы сначала раздели, чтобы будущий объект высох и так далее. Что мы что сделали? Удачи. Спасибо вам большое. Еще раз. Удачи. Да. Конечно, будем обращаться. Конечно, что-то не будет хватать, что-то нужно будет переделывать. Но это уже второй план. Самое главное, мы сегодня смогли, в самом деле, благодаря всех вас, мы сегодня смогли дойти достойно. Больница рассчитана на 100 коек и будет обслуживать население Тхорчалского района и близлежащих сел Ачимчирского и Галского районов. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. На имя президента Аслана Абжаня поступают поздравления с Новым годом и Рождеством. В поздравлении президента Российской Федерации Владимира Путина говорится, что в 2021 году российско-абхазские отношения, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства, развивались весьма динамично. Владимир Путин выразил уверенность, что, опираясь на достигнутые результаты, будет продолжена активная совместная работа по укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах. Убеждение в том, что наращивание всего комплекса практического взаимодействия, открытие новых перспективных направлений, совместной работы в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Республики Абхазия. В своем поздравлении выразил и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
Поздравления также прислали президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский, глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник, чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской республике Баграт Хутаба. Накануне Нового года спикер Народного собрания парламента Абхазии Валерий Кварча направил поздравления председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы России Вячеславу Володину. Валерий Кварча также поздравил с предстоящими праздниками председателя парламента Южной Осетии Алана Таттаева, председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской республики Александра Коршунова и председателя Национального собрания Республики Арцах Артура Тавмасяна. С наступающим Новым годом и Рождеством! Поздравительными посланиями также обменялись министры иностранных дел Абхазии и России Инал Ардзенба и Сергей Лавров. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью РИА Новости прокомментировал ситуацию в Абхазии. Наши страны последовательно выстраивают и укрепляют разноплановые межгосударственные отношения. При этом остаются неизменными принципы равноправия, взаимного уважения, суверенитета и невмешательства во внутренние дела, которыми стороны руководствуясь с момента признания Российской Федерации государственной независимости Абхазии, говорится в частности в комментарии Руденко. По словам российского дипломата, в Москве внимательно следят за развитием внутриполитической ситуации в Абхазии. Отмечаем, что острота кризиса, причиной которого стали противоправные действия в Сухуми отдельных представителей оппозиционно настроенных манифестантов, после 21 декабря постепенно идет на спад. Следует признать, что, как и в любом другом демократическом государстве, часть граждан Абхазии может быть недовольна действиями властей и открыто высказывать свою точку зрения. Разумеется, абсолютно неприемлемыми являются насильственные действия со стороны демонстрантов в отношении сотрудников правоохранительных органов, сказал Руденко. Он также отметил, что Россия и впредь намерена содействовать формированию в Абхазии современной законодательной базы, укреплению органов управления, развитию гражданского общества, реализации совместных взаимовыгодных проектов в различных областях, росту деловой активности, притоку инвестиций, оказывать необходимую поддержку в вопросах подготовки национальных кадров. Общественно-политическую ситуацию в контексте национальной безопасности Абхазии обсудили в Центре социально-стратегических исследований. На встречу были приглашены спикер парламента, депутаты, общественно-политические деятели, ученые. По мнению участников круглого стола, для стабилизации ситуации в обществе и выйти на перспективу развития необходимо произвести ряд ключевых преобразований. Говорили о конституционной реформе, об изменениях в системе госуправления, о несовершенстве действующего законодательства, о выборах, об ответственности власти и народа друг перед другом. Организаторы и участники встречи пришли к выводу, что данная тема обширна и одного круглого стола недостаточно. Они впредь планируют проводить подобные встречи, где будут обсуждать вопросы, связанные с общественно-политической ситуацией в стране, и искать пути решения существующих проблем. Опыт показывает, что нам следует решительно отказаться от практики самовыдвижения через так называемую группу поддержки и различные игры в демократии. Она, практика, противоречит нашей культуре, нашему менталитету и ментальности и стала важным фактором раскола общества. Такая практика унижает, оскорбляет достоинство избирателя. Она также показала ущербность выдвижения кандидатов сверху в депутаты и на другие государственные должности. Здесь надо больше доверять избирателю, чтобы иметь парламент, да и правительство народного доверия. Печальная новость. На 87-м году ушел из жизни народный артист Абхазии Сергей Саканя. Актер Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба сыграл огромное количество ролей в различных спектаклях по пьесам абхазских драматургов Шоты Чкадо, Баграта Шинкуба, Ивана Папаскира и других, а также классиков мировой литературы Уильяма Шекспира, Виктора Гюго, Евгения Шварца. Он также снимался в кинофильмах «Время счастливых находок», «Колокол священной кузни», «Белый башлык в ночь на новолуние», «Колчаруки» и «Сувенир». По случаю смерти народного артиста Абхазии Сергея Саканя соболезнования родным и близким выразил министр культуры Гудиса Аграба. Продолжаем выпуск.
Приближается самый волшебный и любимый всеми праздник. Получить новогодний подарок из рук первой леди у школьников Атары и Аракич был очень волнительный и вместе с тем интересный день. В преддверии Нового года с наступающим праздником их пришла поздравить супруга президента Сланабжани Аэлита Ахиба. Репортаж Гугуцева, Иордания. Праздник ожидания праздника, искренний интерес в глазах детишек и, конечно же, волнение. С утра во дворе Атарской средней школы оживленно. Все с нетерпением ждут гостей. Школьники знают, что поздравлять их с наступающим Новым годом сегодня приедет первая леди. А вот и гости. У ворот образовательного учреждения Аэлиту Ахиба встретил глава администрации Учимчирского района Беслан Бигвава и местные жители. Тепло приветствовала Аэлиту Ахиба директор Атарской средней школы Светлана Будба. Быстро вверх по лестнице, по коридорам за первой леди и в классы, чтобы успеть рассказать ей стишок, который так долго учили. И, конечно же, получить подарок к Новому году. Смущенно улыбаясь, они окружили первую леди, а она еще раз тепло поздравила детишек с наступающим Новым годом. Как отметила Светлана Будба, этот день останется в истории школы, потому что впервые ее посетила супруга главы государства. Первую леди с нетерпением ждали и в Аракичской средней школе. Очень рада. Здравствуйте. По нашему обычаю вот так делается. Хорошо на Новый год, елки, песни, хоровод. Я люблю его встречать и подарки получать. Елочки, наши прекрасный наряд. Шарики, бусы повсюду висят. И дождик блестит, как елочка наша, всех удивит. Я, честно говоря, 50 лет работать и волноваться, вы знаете почему. Потому что мы сегодня очень-очень рады встретить первую леди, приятных гостей. Глава Учимчирского района Беслан Бигвава пожелал детишкам счастливого детства, мирного неба и поздравил их с наступающим Новым годом. Чтобы у вас всегда был в жизни праздник. От всей души поздравляю вас. Аэлита Максимовна, вам большое спасибо, что находите время. Поздравляйте наших детишек всех, это и ваши детишки, и вас с наступающим праздником. Спасибо. Тем временем общение школьников и первой леди продолжалось. Каждый хотел подойти поближе и подольше пообщаться. Вы такие красивые, вы такие замечательные. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть в этом Новом году у вас будет только счастье, радость на ваших лицах, только веселье, много вам улыбок. Любите родителей, любите учителей, любите друг друга. И я вас очень прошу, будьте счастливы, потому что мы, взрослые, сделаем все, что от нас зависит, чтобы ваше детство не было омрачено никакими неприятными событиями. Я вам желаю мира и добра. И читайте сказки, волшебные сказки, потому что добро в этих сказках всегда побеждает. Мы вас очень любим и всегда помните об этом.
С Новым годом! Для любого ребенка Новый год – это праздник тепла и уюта, связанный с ожиданием чуда и, конечно же, подарков. С улыбкой на лице и теплом внутри первая леди уделила внимание каждому ребенку. Ну а напоследок совместное фото. Поездки в сельские школы в преддверии Нового года стали уже доброй традицией. А элита Ахиба с большим удовольствием посещает школы и поздравляет детишек Абхазии с наступающим праздником. Гугуца Вардания, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Абхазия ожидает большой поток туристов на новогодние праздники. Ожидается хороший наплыв туристов, отдыхающих в Сочи и заезжающих в Абхазию с однодневными экскурсиями. Что касается предварительных бронирований на зимние каникулы, то их количество как минимум вдвое больше по сравнению с предыдущими годами. При этом проблем с трансфером в зимнее время в Абхазии не возникает. Все дороги к туробъектам открыты, а дорога на Рицу расчищается специальной снегоуборочной техникой. Средняя продолжительность туров в Абхазию на Новый год составляет от 4 до 7 дней. Цены на новогодние туры варьируются от 25 до 35 тысяч рублей на двоих за 4 ночи. В некоторых турах предусмотрено проживание, трехразовое питание, трансфер, новогодний банкет. 1 января в час ночи жители столицы смогут увидеть фейерверк в честь наступления 2022 года, сообщается на сайте администрации города Сухум. Фейерверк будет запущен с площади Свободы и виден во всех уголках столицы. Мы напоминаем, что решением столичной администрации 31 декабря городской общественный транспорт будет бесплатным и ходить до поздней ночи. И в конце выпуска традиционно о погоде. В пятницу, 31 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью +1,6, днем 9-14 тепла. Температура морской воды +12. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.